Уважаемые друзья, всем большой привет. В эфире Тувинское республиканское отделение КПРФ. Сегодня очень важная для нас тема. В принципе, у нас неважных тем не бывает. Все вы знаете, что происходит политическая расправа в прямом смысле с Николаем Бондаренко, блогером, общественным деятелем, депутатом Саратовской областной думы. Безусловно, мы Николая знаем, мы с ним знакомы, мы поддерживаем его такую активную, оппозиционную деятельность, потому что где он говорит неправду, кто-то может по-разному к нему относиться, в его, там, не знаю, в активности, в его вот это вот подаче материала, какой он там весь буйный там и так далее, но это как бы отдельная тема. Мы в основном хотим поговорить о том, что он говорит, о чем он говорит и правда ли это то, что он говорит. Поэтому за свою деятельность политическую, за выборы, прошедшие в Государственную Думу и так далее, вы знаете, что сейчас к нему буквально вчера, да, вроде бы, вчера приходила полиция, да, вчера? Да, вчера задержали, он шел на комитет по бюджету по Саратовской области, и получается, откровенно по беспределу его загребли, сколько не пытался с сотрудниками разговаривать, все равно получалось так, что он говорит: вы на каком основании, вы покажите документы, все в суде, все в суде. По итогу и удостоверение изначально не показали, не могли четко сказать, за какие правонарушения. Но все же понятно, все это делается за политическую деятельность Николая. Увы, он не смог пройти в Государственную Думу, мы искренне за него переживали, поскольку считаем, что именно Николай, его деятельность, огромное количество сторонников привлекла, в том числе из КПРФ, огромное количество людей, которые поверили в нас, пришли, проголосовали на выборах в Государственную Думу. Конечно же, нам, как товарищам, как однопартийцам, печально, что его не будет в Государственной Думе. Это было бы действительно очень заметно, интересно. Вот. Но тем не менее. И что сейчас происходит в данный момент? Ему, помимо того, что вчера дали административку, ему шьют какое-то дело. За что, Денис? В гайд-парке проходили митинги, а в гайд-парке там совсем другие условия, что привык на самом деле с оппонентом разговаривать. Буду с вами, дорогие подписчики, разговаривать. А в гайд-парке по несогласию по результатам выборов Николай Николаевич выступал, в связи с этим пытаются подтолкнуть, что, мол, типа несогласованный митинг и тому подобное. А митингов проходило, если мне память не подводит, порядка 3 штук. И я думаю, его хотят в конечном итоге подогнать под статью. Минимум это административный арест, а максимум, в принципе, если получится это у них сделать, арестовать на реальный срок. Кстати, друзья, сегодня сотрудники органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник, Артемьевич. И хочу поздравить наиболее честных, товарищей, кто службу свою проводит во благо народа. Сейчас, конечно, мы не милиция, мы полиция, поэтому в любом случае я уверен, что огромное количество адекватных, честных людей работает в органах внутренних дел. Примите мои искренние пожелания, поздравления с вашим профессиональным праздником. Хочу представить вам, уважаемые друзья, своих коллег. Кулар Ладой Дамбай Артемьевич, мой товарищ, заведующий организационно-партийным отделом Тувриском КПРФ, член бюро Тувриском КПРФ. Денис Павлович Денисов, тоже член бюро Тувриском КПРФ, заведующий по протестному движению. Я первый секретарь Туврискома Роман Тамоев. Артемьевич, пару слов буквально, что для тебя значит вот эти вот процессы, которые происходят с Николаем, с его активностью и так далее. Прежде всего, как Роман отметил, у нас в стране отмечается День работника органов внутренних дел. Хочу поздравить всех работников Министерства внутренних дел и всех, кто связан с этой опасной, так скажем, работой, которая охраняет права и свободы наших граждан. Как сказать, вот сейчас ситуация с Николаем Бондаренко у нас показывает политические противостояния главнее, чем просто защита прав интересов граждан. Вот это меня смущает, только вот это. А так, смотрите, всех это не только Бондаренко, и на Удальцова были гонения, и на Рашкина были, на Грудинина были. То есть, получается, не только с помощью
инструментов воздействия через Министерство внутренних дел, через систему, как сказать? В общем, государственного управления вот этого в общем, принуждения. всего ничем не этого. гнушаться. Да. Полицейщина, СМИ, провокации. Пользуются всеми возможными способами. Вот это для гражданского общества, для развития самого гражданского общества, института гражданского общества ставится под угрозу. Поэтому, уважаемые подписчики, хочу вас попросить, чтобы вы все подписались на Николая Бондаренко и рассылали, чтобы информация о нем была доступна каждому. Я, Артемьевич, буквально пару слов вставлю. Кому-то может нравиться, кому-то может быть не нравится подача, да, Николая, кому-то не нравится его экспрессия, его вот эта вот активность, понимаете, такая заряженность. Кто-то иногда считает, что он, ну, как это надо сказать, кто-то считает, что он излишне такой эмоциональный в своих порывах, да, но дело ведь не в этом. Надо обращать внимание на суть того, что он говорит, о чем он говорит. Действительно, я лично приветствую его желание и его возможности, которые он использует для того, чтобы показать открытость законодательной власти. Мы должны понимать, для чего мы избираем конкретного депутата, что они там делают, какие законы они рассматривают. И когда даже нам здесь говорят, а давайте-ка вы тоже в Туве, допустим, в городском Курале сидите, включайте камеру и показывайте, что там происходит. Ну, конечно, пожелание интересное, мы его обязательно примем на вооружение и надеемся, что вот после выборов в этот городской Урал, который у нас будет летом, ну, то есть осенью 2022 года, мы это осуществим. Но вопрос не в этом. Надо обращать внимание на то, о чем говорится. И мы понимаем, что вместо того, чтобы власть прислушиваться, конкурировать честно, слышать и принимать для себя что-либо, она, наоборот, использует вот эту репрессивную машину, силовую машину, машину подавления. Это хорошо, что у нас еще есть интернет, тот же YouTube, где мы с вами, уважаемый зритель, можем общаться, доносить до вас, значит, свою позицию. И это видео мы втроем записываем ради того, чтобы и Николай, и коммунисты, и сторонники, и вообще патриоты нашей страны увидели, что он не одинок, что большое количество людей поддерживает его, поддерживает эту деятельность. И мы хотим сказать, что несмотря на это давление, которое использует власть, власти хорошо. Многим людям хорошо, кто при власти. Они сидят, на зарплатах сидят, отодвинулись, нас это не коснется. Да подумаешь, там какие-то трое собрались, там Денисов, Тамоев, Кулар, что-то повещают, черт с ними, мы вот свою зарплатку получим, они какие-то больные, дураки, не понимают, о чем говорят, они сумасшедшие, как можно идти против системы? Мы идем против системы не ради того, чтобы идти против. Мы идем против тех отвратительных, репрессивных моментов в нашей государственной политической машине, которая давит именно тех людей, кто на самом деле является, мы считаем, очень прогрессивно мыслящими, честными, искренними людьми. А то огромное количество шептунов, болтунов, трусов и мерзавцев, которые сидят во власти, их огромное количество, это огромный спрут. Вот за них-то как раз-таки не берутся. Именно вот этот спрут лжецов, трусов и там разных не очень честных на руку людей, они как раз-таки и заказывают музыку. Они как раз-таки молчаливо соглашаются с тем, что сейчас делают. Да не только против Николая Бондаренко, как мой коллега Ладой сказал, это делалось и против Павла Николаевича Грудинина, огромная кампания очернения, там, да, в СМИ федеральных, да, там, РЕН-ТВ и так далее, в заказных там всяких телеграм-каналах. Мы возьмем того же Левченко, мы возьмем того же, ну, как бы, много кого. И Коновалова. Валентина Олеговича Коновалова. Мы тувинскими добровольцами выезжали в 2 района, работали на автобусах. Были реально честные выборы. Валентин Олегович одержал замечательную победу, но до сих пор долго, потому что не системный, не провластный. Что такое провластный? Я знаю, что во власти есть государственники, такие люди, кто понимает, что если он что-то скажет, может слететь. Но, тем не менее, мы будем доносить до вас эту позицию. Поэтому, скорее всего, Колю вообще хотят убрать, мне кажется, с политической арены. Поэтому его хотят посадить, я так думаю. Он даже сам, когда мы недавно брали у него интервью, он говорил, что после этих выборов, скорее всего, возьмутся. В принципе, он был прав. Вот за него и взялись. Я уверен, что это в каких-то кабинетах, все это обсуждалось, решалось, и с молчаливого согласия руководящих лиц нашей страны это все произошло. Да, Денис Павлович? Пару слов. Ну да. Ну, прежде всего, я поддерживаю Николая Николаевича Бондаренко. Он на самом деле действует так, как должен действовать любой депутат, неважно от какой партии.
Он задает вопросы по конкретным темам. За это его не переваривает Ядросовская, эта шайка в Саратове. Да, За это его камера. не переваривает и Володин. Я больше чем уверен, а мы знаем, что в Саратовской области без на того действия Володина вообще ничего не творится. Если он скажет, что Воробей это орел, значит, так оно и будет. Собственно говоря, мы что видели на выборах в Государственную Думу? Элементарно, собственно, за чего весь сыр-бор начался вчера. То, что происходило в день выборов, когда Николай требовал законно показать списки, документы, ознакомиться, не фиксировать. И самое интересное, вот, мол, типа, он там что-то зафиксировал. Я так как раз тогда смотрел прямой эфир, когда он выходил. Бегала там единороссовская депутатша Заксобрания Саратовской области. Так вот, как раз она в этом прямом эфире и засняла персональные данные. А виноват Николай, виноваты коммунисты. При коммунистах, видите, у вас ничего не... На самом деле, это неправильно очень правильно говорят. с вами сидим, обсуждаем, но дело в том, что не этот микрофон сейчас подключен к нашей камере, а родной, видишь, уровень. Я забыл подключить именно этот микрофон. Давай перезапишемся. Ну, тем не менее, я думаю, меня-то слышно, это точно. Товарищи, вы уж простите, но мы забыли подключить этот микрофон, и поэтому работает камерный, так что вот плохой будет звук. камерный он где? А он прям в самой камере. Друзья мои, спасибо, что выслушали нас. Николай Павлович, мы тебе оказываем поддержку. Тула с тобой по-братски. Может быть, сейчас проведем пару мероприятий в твою поддержку. Спасибо. Кстати, Да. буквально сегодня утром у нас по местному времени, да, часов 8, я когда листал социальные сети, я прочитал пост нашего заместителя первого секретаря ЦК Афонина, да. Там, видите, в первом чтении прошел закон о публичной власти в Госдуме. Об этом тоже простите, поузнавайте. Тоже Во второй очень... части мы об этом поговорим. Да. Давайте, всем пока. Боритесь за свои права. Пацаны, умоляю, простите.